Студенты, сыновья и дочери рыбаков острова Кызылсу едут на каникулы к родному очагу. Примечательно, пожалуй, то, что наш остров еще не так давно был полуостровом. Техника сейчас творит чудеса. Полуостров прорезал канал, и мы оказались на острове. Белоснежный алмаз регулярно связывает его с Красноводским портом. Каждый его рейс — событие для нас. Кто-то приедет, кто-то уедет. Каждый приезжий — живая новость, да и мы ничего не таим о себе. У нашего острова бросали якоря парусники князя Черкасского. Петр I велел ему узнать, нельзя ли воды Амударьи повернуть в сторону Каспия. Остров покрыт метровым слоем ракушечника и песка. Сани здесь самый удобный вид транспорта. Нет поездов, зато есть рельсы в слипе, приспособлений для подъема судов на ремонт. Местная судоремонтная станция обслуживает суда всех рыболовецких колхозов восточного побережья Каспия. Спускается на воду сейнер Казакбая Аннаева. По рыбацкому обычаю, чтобы сейнер служил надежно и долго, его носовую часть обсыпают мукой. Этот ритуал выполняет старый таймунщик Арастаган Таганов, участник знаменитого лодочного проплыва от Красноводска до Москвы. Долго длится расставание с рыбаками, уходящими на большой лов. Каждому из них, наверное, хочется побольше взять с собой в суровые просторы Каспия тепла сердец родных и близких. Рыбаки как чайки. Гнезда у них на суше, а живут они в море и морем. Умение определить место скопления рыбы считается у них самым ценным достоинством. Внимание, рейсу 128. Капитане рейс 128, Араз Мамед Мамед Туакоглы, пришвартуйте с правого борта Эрмеса плавбазу Трючмени. Пришвартуйте с правого борта плавбазу Трючмени, получайте снаряжение и немедленно выходите на лов. Капитан сейнера 130 наш земляк. Он тоже Аннаев.
Пусть это вас не удивляет. Добрая треть жителей поселка – однофамильцы. Капитан Аннаев умеет точно вывести свой сенер на богатую уловом точку. Вахты ночные, потому что кильку ловит на свет. Ну и днем работы хватает. Суда уходят в море. А жизнь на острове идет своим чередом. Одни ремонтируют сети, другие выходят на прибрежный лов. Здесь рыбачат на лодках, небольшим караваном. Одна моторка, а две на буксире. Заметив косяк, рыбаки окружают его сетью и начинают шуметь, бить колотушками о края лодок. Пугливый кефаль мечется и застревает в ячейках. Бывалые моряки. Когда-то и они выходили в море. Сколько раз они брали высокий улов. О них слагали песни, снимали фильмы, писали в газетах, говорили по радио. Но и теперь они не с пустыми руками возвращаются домой. Вечерами радиоузел колхоза «Каспий» притягивает островитян словно магнит. Здесь можно услышать далекий и родной голос. Голос моря. Для этих людей он как музыка, как песня. Он успокаивает и будоражит. Все зависит от того, какую он весть подаст. авангарде рыбаков, колхозников идут экипажи судов. Голос начальника Туркменского территориального производственного управления рыбной промышленности Николая Васильевича Покусаева хорошо знаком рыбакам восточного побережья. Как экипаж коммунистического труда рыбного сенера номер 16 колхоза «Каспий», где капитан, кандидат в члены Центрального комитета Компартии Туркменистана товарищ Аннаев Казакбай, выполнивший 5-летний план по добыче рыбы. Разрешите мне сердечно поздравить коллектив рыболовецкого колхоза «Каспий» с высокими производственными показателями и пожелать всем вам дальнейших успехов в труде и счастья в личной жизни. У капитана Аннаева дружный, сплоченный коллектив, и всегда ему сопутствует удача.
каждый подъем приносит на борт 4-5 центнеров кильки. Рыбаки, как чайки. Гнезда у них на суше, а живут они в море и море.